Годы идут. Сижу и понимаю, что несмотря ни на что я добилась того, чего так сильно хотел. Сейчас я расскажу, как я к этому шла. У меня была маленькая, но очень дружная семья. Я так любила наши семейные вечера, ведь в эти моменты я была самым счастливым ребенком на свете. Годы проходят, я с каждым разом взрослею. Вот и настал период, когда ты заканчиваешь школу, и тебе приходится выбирать свою будущую профессию, которой будешь заниматься всю свою жизнь. И тут я поняла, что я хочу стать инженером-конструктором. Однажды в школе у нас была тема «Моя будущая профессия». Когда наступила моя очередь отвечать, я вышла к доске и сказала, что в будущем хочу стать инженером-конструктором и создавать новые крутые автомобили. В этот же момент весь класс залился смехом. С тех пор меня всегда преследовали обидчики, тыкали в меня пальцем и говорили, что не женское это дело машины чинить. Эти издевательства и сплетни коснулись и моих родителей. Все наши знакомые говорили, что за воспитание, позор родителям, не женское это дело, пусть лучше замуж выйдет, пусть хотя бы на медсестру пойдет. Нам было очень тяжело, но благодаря взаимной поддержке мы смогли выбраться из этого омута неравенства. Но на этом все проблемы не закончились. Уже окончив университет, я пришла устраиваться на работу, но приемная комиссия отказала мне, даже не взглянув на мои работы из-за моего пола. Полная обид, я выбежала из здания и зарыдала. Тут ко мне подсел один человек. Я ему все рассказала и показала свои работы. Оказалось, что он был директором этой компании, и меня приняли на работу. На сегодняшний день я являюсь директором этой компании и успешной бизнес-вумен. Количество женщин, работающих в нашей сфере, с каждым днем увеличивается. Я хочу сказать, что успех не зависит от вашего пола. Главное – труд и вера в себя.